С первого взгляда кажется, что Тамерлан Хаматханов просто рисует. Однако, если приглядеться, у него в руке не совсем карандаш, а самое настоящее горячее перо. Чтобы овладеть этим искусством, нужно долго упражняться. Ведь одно неловкое движение и заготовку можно браковать. Занимается он этим уже несколько лет, и дело это ему нравится больше всего. Тем более на Олимпиаде помимо стандартного задания нужно представить собственный проект. Мне нравится рисовать. Для начала я рисую на фанере, а затем уже и выжигаю. Первый раз участвую на Олимпиаде и очень хочу выиграть. Олимпиада по технологии – это своего рода конкурс талантов среди молодых людей. Если с теоретической частью участники справились все как один на отлично, то в практической не так легко, ведь на все дается одна попытка, а неудача может стать роковой. Сегодняшнее задание для парней непростое. Нужно уметь управляться несколькими инструментами. Вначале мне нужно было лобзиком вырезать эту доску по данным ракурсам, потом обжигателем взять и вырезать конечную форму. Для меня самое сложное это лобзик, потому что если ты его не так пустишь, его все надо делать заново. В Олимпиаде участвуют не только мальчишки, но и девчонки. Если теория была одинаковая для всех, практика же разделена. Задание для слабого пола заключается в моделировании одежды с последующим шитьем. Танзила Тачиева прекрасно справилась с первой частью Олимпиады. Теперь она полностью погружена в процесс моделирования. Сложности для нее это не представляет, ведь рукоделием она занимается каждый день и хочет посвятить свою жизнь этому делу. Я участвовала еще и на Олимпиаде по географии, но мне нравится то, что делаешь своими руками. Я даже сделала вот цветочек, но шить мне нравится больше. Я еще планирую поступить, чтобы стать модельером. А на данный момент получается у тебя вот в Олимпиаде? Ну да, получается. Олимпиада делится на несколько этапов, и по их итогам будет формироваться список лучших участников для дальнейшего представления ими нашей республики на всероссийской площадке. Организаторы уверены, такие творческие соревнования очень положительно сказываются на школьниках, ведь участники полностью выкладываются ради достижения цели. Они себя неплохо проявили, и тем самым, они показывают, что они что-то могут, что-то умеют, какие-то навыки, умения они получили, и тем самым показывают нам эти результаты. С каждым этапом задания будут усложняться. Дети, занявшие первые места, смогут проверить себя уже на международной арене. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.